Здравствуйте, я Матасмонова Айдана, ученица 10 класса средней школы номер 1 имени Дмитрия Михайловича Карбышева, города Кызылкия, Баткенской области. Хочу вам рассказать о природе моего края, Баткенской области. Область подразделяется на 3 района. Это Баткенский с центром город Баткен, Кадамджайский с центром город Кадамджай и Лейлекский с центром город Исфана. Баткенская область – это удивительный регион. Являясь самым дальним уголком Кыргызстана, на первый взгляд он может показаться ничем не примечательным. Но это впечатление обманчиво. Обширный туркестанский хребет таит в своих недрах массу интересного. Исфайрамсай. Вы были на горной реке? Обжигающий холод, бурные перекаты, все бурлит, стремительно несется. У нас много горных рек, и один из них – река Исфайрамсай. Исфайрамсай – эта река относится к бассейну Сырдарьи. Длина реки составляет 122 километра. Национальный парк Саркент. Прогуливаясь по парку, вы, если повезет, встретите медведя и увидите парящего в небе беркута. Ночь можете провести в юрте, где вас напоят кумысом, айраном и родниковой водой. Аккайын. В Кадамджайском районе есть живописный уголок Аккайын, переводится как «березовая роща». Эта местность находится на высоте 2500 метров над уровнем моря. Здесь очень красиво. Для любителей отдохнуть поближе к природе здесь найдутся отличные живописные места. Особенно прекрасен ни с чем не сравнимый чистый воздух, березовые рощи и леса из Арчи. В 1960-е годы здесь посадили березы и тяньшанскую ель. Айкөл. В 145 километрах к юго-западу от Баткена на северном склоне Туркестанского хребта раскинулось озеро Айкөл. Переводится как «лунное озеро». Оно спряталось на высоте 3000 метров над уровнем моря, поэтому придется проделать нелегкий путь, чтобы увидеть его. Каныгут. В 52 километрах к западу от Баткена находится карстовая пещера Каныгут. В X и XI веках здесь активно добывали серебро и другие ископаемые. Но как только ресурсы исчерпались, месторождение опустело и было забыто. Кыргызстанские историки считают пещеру одним из самых загадочных мест Центральной Азии. Она представляет собой сложное сочетание крупных гротов, вертикальных колодцев и извилистых коридоров. Водохранилище Тортгуль, которое сегодня питает Баткенскую область, было построено благодаря Исхаку Разакову. Находится оно в Баткенском районе, на реке Исфара. Тортгульское водохранилище является и по сей день уникальным сооружением. Водохранилище позволило появиться абрикосовым садам и виноградникам. Аксу. Река берет начало в Кыргызстане от ледника Аксу на северном склоне Туркестанского хребта на высоте 3193 метра. Близ точки начала реки стоят развалины Аксу. От истока течет в северном направлении. В самом верхнем течении вдоль реки имеются лесные участки. Гора Айгуль-Таш. Расположена в 19 километрах к юго-востоку от Баткена. Именно здесь можно насладиться красотой редкого лунного цветка айгуль, занесенного в Красную книгу Кыргызстана. О нем сложно много легенд. В середине марта у нас начинает цвести урюк. Любоваться цветущими деревьями, одетыми в белорозовый наряд, становится такой же доброй традицией, как и восхищаться цветением сакуры в Японии. Курага – это бренд Баткена. Рецепт золотой кураги – это труд, сад, солнце и баткенский абрикос. Спасибо за внимание. Милости просим в наш край.